Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире шоу «Горы Лайв». Это прямой эфир, я его ведущая Амя Амер. Вещаем прямиком с территории туристического комплекса Цейлам на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ветрено, холодно, капает мелкий дождь. Несмотря на это яркое солнце, не обманывайтесь и некому руку подать. Но если у Лермонтова скучно и грустно, у нас весело и ярко. Никаких душевных невзгод, только классные новости и события. Поговорим об ингушском Пушкине, который написал свой роман в стихах. Узнаем, как побороть нечитун, сколько яблок нужно съесть, чтобы стать счастливым, и как исполнить свою детскую мечту. Смотреть нас вы можете не только через экраны своих телевизоров, но и на официальном сайте Магаз ТВ, на одноименном телеграм-канале и, конечно же, во ВКонтакте. Международный день альпинизма можно смело озвучивать все заезженные цитаты о горах, и никто не обвинит вас в мейнстримности. Счастье не за горами, оно в горах. Горы зовут тех, чья душа им по росту. Гора не кажется преступной, если смотреть с ее вершины. Ну и добивочка, конечно, лучше гор могут быть только горы. Да, простит меня Владимир Семенович, но сейчас где-то завыли волки, зазвучало «безумно можно быть первым». А у нашего редактора случился шок от количества повторов слова «горы». Я насчитала 8 раз. И, кстати, у нас в республике есть человек, который знает об альпинизме больше всемирной паутины. Беслан Гудиев поднимался на Столовую гору около 200 раз. 2 раза покорял Казбек, 6 раз гору Джарлам, и сейчас в 3-й раз поднялся на Эльбрус и развернул флаг Ингушетии на высоте 5100 метров. И это в свои 70 лет, простите. Ну, пусть еще будет и 80 точно так же. Мы, к сожалению, не смогли с ним связаться по видеозвонку, очень пытались это сделать. Может быть, у нас это в дальнейшем получится. Сами понимаете, на такой высоте связи может не быть. Зато с нами на связи сейчас находится Андрей Янацкий, это инструктор альплагеря Кязи. Андрей, если вы нас слышите, здравствуйте, добрый день. Да, замечательно, и даже вижу. О, отлично, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время и соединились с нами, скажем так. Андрей, первый вопрос, конечно, который сразу же возникает, учитывая то, что вы альпинист. Как вообще пришли к альпинизму? Когда начали им заниматься? Ну, в студенческие годы я пришел к альпинизму. Как ни странно, через фотографирование. Я очень был любитель большой фотографии, и меня не сильно приняли в клуб элитный, был такой, оказался элитным на самом деле. Я думал, там всех фотографов принимают. И я увидел в плавательном бассейне в институте мужчина молодой, ну как, тогда парень, будем говорить, развешивает красивучие фотографии с горами, с облаками, с рюкзаками, с облупленными носами. Ну просто невероятный. И я пошел посмотреть, что за люди такие это фотографируют, и влип. Вот, мне вот интересно, 70... а фотографии вы, получается, делали не горных вершин, то есть вы просто были фотографом, правильно я понимаю? Я был просто фотографом, все подряд, лягушечек, кузнечиков, ну что угодно там, все фотографировал, домашних своих. Пленка в день уходила у меня, и плюс печать. А вот сейчас, когда начали заниматься альпинизмом, совмещаете это с фотографией? Ну да, конечно, все. Ну, как, хотел сказать, приходится, но зачастую не приходится, а просто красиво же. И хочется, чтобы запечатлело. Вот. У меня внук занимается, очень любит фотографировать. Внук прям просто вообще подвинутый на фотографиях. Хотя ребенку вот 11 лет, а вот он вдруг в нем вырисовался вот такой фотограф. И мне доставляет еще большее удовольствие, когда вот мы смотрим с ним вместе на фотографии, и вот им отснято. И я прям восхищаюсь, вот любуюсь. Как вот ребенок видит это. Ну, а о взрослых трудно сказать, что все ж необычно здесь. Раз уж мы говорили, да, о том, что вы являетесь инструктором альплагеря Кязи, совсем скоро стартует у нас фестиваль бейсджампинга, мы об этом скажем чуть позже. Интересует, как вы стали инструктором? Как это произошло? Ну, произошло это, опять же, это в 90-м году я закончил школу инструкторов в Эльбрусе, последнюю советскую школу. После этого уже не было таких школ. И стал инструктором. И меня подвигло к этому как раз то, что мне всегда нравилась вот такая педагогическая, такая преподавательская работа.
Хотя по роду деятельности я совсем не учитель, не педагог, не преподаватель. Вот как-то так нравилось. И плюс ко всему дети со мной мои занимались. Мне хотелось, чтобы я грамотно все делал. У меня были великолепнейшие учителя в школе инструкторов. Я до сих пор пользуюсь лекциями еще с 90-го года иногда. Их А вот до того, как наставления. стали инструктором, был у вас опыт преподавания? Нет, не был. Я, ну, будем говорить так, условно не был. Я работал на заводе специалистом, начальником конструкторского бюро, главным технологом. И у нас, я по роду своей деятельности, я на курсах сварщиков, на курсах монтажников, электриков, я читал, ну, определенные лекции как раз по теме, которая в программе. То есть там, для сварщиков по металлургии, там, по технологии, все. И как-то так вот. А вот, Андрей, из всех вершин, которые вам довелось, ну, покорить, да, обычно альпинисты не любят, когда говорят покорять, но мы все-таки употребим это выражение. Какая вершина запомнилась больше всего? Что было самым сложным? Да, сложного такого не было особого у меня. Я же не топ-спортсмен. Я больше топ-инструктор. А у меня спортивных достижений у меня нет таких. Я не чемпион там никакой. Ну, и каждая вершина оставляет царапинку какую-то. Вот, допустим, позавчера на день альпиниста мы зашли на зуб в Ингушетии здесь. Первое восхождение ребята сделали, их первая четверка. И оно прям запомнилось мне, вот, как говорят альпинисты, по зацепкам весь маршрут заполнился. Просто такой был очень насыщенный, очень интересный, эмоциональный, очень сложный маршрут как раз вот для своего классификации такой. Для четверки это очень сложный маршрут, а для первого такого маршрута, для участников, это прямо они пустились просто пораженные именно этим маршрутом. Вот. Он мне запомнился. Эльбрус мне запомнился, траверс Эльбруса мы ходили, ну крест так называемый Эльбрусский. Мы с севера зашли и 2 ночи ночевали в седловине, не могли спуститься из-за бурана. Тоже запомнился прям каждый миг этого. Там ревело все, мы снег этот копали, каждый час из палатки выползали. Тоже запомнился. Запомнилась первая моя пятерка в Узунколе на бастион, на Северный Доломит бастион, когда мы не дошли до ночи одну веревку до ровной полки и ночевали, сидя на там полочке шириной 30 сантиметров вчетвером. Вот это запомнилось. Каждый маршрут, он даже повторно ходимый не один раз, он откладывается эти царапинками такими. Вот раз уж мы заговорили о педагогике, о том, что вы инструктор, какие ошибки альпинисты совершают в самом начале и как вы им помогаете преодолевать их? Ой, да, ошибок таких глобальных практически никто не совершает. Какие-то недоработки. То есть вот слабая физическая подготовка. Потому что мы ж начинаем с физики. У нас физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка. И дальше начинается стратегия. На слабую физическую подготовку, ну что можно человека научить, если он не может присесть 2 раза подряд и падает замертво, например, или не может подтянуться. Вот эти ошибки. Со слабой физической подготовкой приезжают. Приезжают иногда с непомерными амбициями, не соответствующими их уровню. То есть хочется вот сразу на стены лезть. А вот наша задача как раз мягенько, ласково подвести человека, чтобы он понял. Мы же не можем сказать, что вот ты, голова у тебя деревянная, ты бестолочь, и все, и езжает. Нет. Человеку надо открыть глаза, помочь его, за ручку повести, показать. И он потом строит это все. И иногда на многие годы сохраняются дружеские отношения с такими людьми. Вот так. Ласково, как по правилам педагогики. 5 дидактических правил. От простого к сложному. Самый главный принцип. А вот за время вашей работы в качестве инструктора была какая-нибудь экстремальная такая история, которую вы могли бы нам рассказать? Ну вот что-то такое на грани с опасностью. Да таких не было крайностей у меня. Я стараюсь заранее упреждать, как бы такое, не допускать. Ну, бывали такие моменты, мы упускали снаряжение нужное. Ну, выходили из положения, мы же учим этому людей. Были в непогоду сильную попадали. Была вот здесь в Кизи, ну, в прошлом или позапрошлом году мы поднимались на вершину, на Цейлаам, кстати, о котором вы сейчас
упомянули. Это ж такая главная вершина, самая такая суровая и стена. Вот. А мы поднимались по более простому маршруту, по которому все спортсмены крутые спускаются. Вот. Ну и наверху тогда было хорошо все, а потом снежок налетел, ветер, метель, и снег хлопьями таким шел, как, не знаю, как пятаки. Вот. И было абсолютно ничего не видно. Вот. Мы очень сильно задержались и спустились в 11 ночи по абсолютной темноте, вот в снегу. Ну, народ, как бы так, не сильно паниковал, как-то удалось эту ситуацию взять под контроль, что, да, страшно. Ну, мы-то район хорошо уже знаем, и уже куча знакомых камней, куча всяких знакомых царапинок на скалах, по которой ты определяешься, где ты есть там. И потихонечку, потихонечку у меня вообще такой внутри, как сейчас в мозгах трекер автоматически получился. То есть я хожу по одним и тем же подходам, например, и запоминаю, прям специально запоминаю вот приметы пути. Там вот от этой скалы под 90 градусов повернуть и идти вниз. Наткнешься на такую россыпь камней. От этой россыпи чуть правее подойдем к склончику такому со стеночкой. Там следы кони там обычно стоят, пасутся, которые здесь. Вот. От них вдоль правого края промоины идем вниз, 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 вниз. До старой дороги доходим. От этой дороги у нас получается, прям уже вот она светится кафе, на котором вы сейчас находитесь. И все, вот она и вся дорога. И всегда об этом участникам рассказываю. Идем вверх, говорю, ребята, запоминайте. Вдруг мне дурно станет, например. И все, а вы не знаете, где вы есть. Вот, запоминаем, поворачиваемся назад. Это тоже входит в обучение. Я стараюсь, чтобы люди понимали, где они находятся, куда мы идти, как вести себя в какой-то ситуации такой. Была ситуация, у меня один из участников ногу ломал. Вот как-то случилось неловко. Ну, по недисциплинированности. Ну, как сказать, неловко ногу сломал. Ну, неловко получилось, да. Из-за неловкости сломал. Вот реально. Вот я, если хотите, подробнее расскажу, и Давайте. Вы сами поймете из-за неловкости. Был такой скальный гребешок, и нужно было друг за дружкой по нему идти. Ему чего-то пригрезилось, что надо вот правее идти. И он шел по такому кулуарчику, по канаве такой. И взялся за камень, вывалил на себя этот камень. Камень упал, ударил его по ноге и сломал ему берцовую кость. Вот. И упал, он лежит. Ну, что сделать? Было много народу, там, в принципе, несколько отделений шло. Так, более того, повезло, что камень-то дальше полетел над головами у людей. То есть человек из-за недисциплинированности чуть не погубил еще людей. Ну, что сделать? Дали ему таблеток обезболивающих, наложили шину подручными средствами нормальную, сделали носилки из веревок, связали и потащили вниз его. И притащили, а внизу уже наш спасотряд нас встретил. И дальше уже потащили в больницу, а дальше по плану все, гипс. То есть вы его от альплагеря несли вниз к дороге? Нет, не от альплагеря, с восхождения, из-под вершины. Нам до вершины оставалось 50 метров дойти. Ну, как говорят альпинисты, одна веревка до вершины была. Вот, и мы повернулись и потащили вниз его. Это было на горе Виатау при Эльбрусе. Вау. Маршрут несложный, простой, самый начальный, единичный. Ну, так случилось. Вот. Андрей, а какими физическими и психологическими навыками должен обладать альпинист и бейсджампер? Про бейсджамперов не могу сказать, это железные люди. Я никогда в жизни бы не прыгнул. Я парашютом прыгал, но мне не понравилось парашютом прыгать. Ага. Нет веревки страховочной на парашюте. Летишь и все. А бейсджампером нет. Я как-то вот далек от этого. А про альпиниста могу сказать, ну что, должен быть человек, увлеченный в первую очередь своим делом, мотивированный на занятия, чтобы должен смотреть на мир восхищенными глазами, но не забывать, что надо готовиться ко всему. Чтобы хорошо в горы безопасно ходить, надо готовиться. Бегать, скалолазать, снаряжение хорошее подбирать, учиться. И учиться планомерно, постепенно, и не с наскоку делать все.
с хорошим инструктором походить, чтобы научил всему. И наступает, когда учишь народ, допустим, и наступает такой период, когда там твои уже ученики, подопечные вот, становятся на крыло, то есть они становятся самостоятельными. В альпинизме же до 2-го разряда обязаны альпинисты ходить с инструктором только, запрещено без инструктора ходить. Вот. И далее на каждое следующее сложное восхождение, первое, должен инструктор выводить. Ну и там есть нюансы какие, но должен. Вот мы с ребятами сходили на их первую 4. После этого теперь они будут уже более самостоятельны. Они второразрядники и будут готовиться. Вот это самый трудный момент для инструктора. А в работе инструктором что вас радует и делает счастливым больше всего? Меня радует то, что когда люди приезжают неумехами, допустим, или с большими проблемами, с проколами подготовки, а уезжают уже более подготовленный. Вот человек не умел что-то делать, научился. Вот сегодня мы, например, сдавали зачет, 2 моих участника, которые приехали, с такой же целью, именно сдать этот зачет. Спасательные работы в двойке. Когда люди идут вдвоем на гору, только вдвоем в связке, они обязаны оказывать помощь не только доврачебную, медицинскую, так называемую, да? Ну, мы называем доврачебную помощь, мы не можем медицинскую оказывать, но и чисто техническую помощь. Вот человек сорвался, повис на скале без сознания, нужно этого человека закрепить, чтобы он дальше не полетел, подойти к нему, оказать какую-то помощь ему, остановить кровотечение, например, или проверить, хотя бы жив он хоть или не жив. Вот. Потом поднять его выше на какую-то полочку, где он может спокойно его разместить, или наоборот вниз спустить. Это целый комплекс действий, упражнений, там норматив специальный для этого есть. Вот мы учим этому, вот, и вот 2 человека сегодня сдало зачет. Вот очень радует это меня, потому что один из них не пытался раньше даже учить это, потому что не было в этом нужды. А сейчас он подрос именно до такого уровня. Другой из участников, он уже учился этому, но зачет не удалось сдать, не успел подготовиться ему в предыдущий раз. В этот раз вот они сдали, надо сказать, мы очень тщательно с ним подошли, отдать должное, ребята очень старательные и очень упертые. И они прям вот по крупиночкам разобрали мы сначала тут внизу, практически на территории лагеря у нас есть место хорошее, тут построили вот такое навес для отдыха, и бревенчатый, и каменный, красивый. А оказался он невероятно замечательно приспособлен для отработки спасработ двойка. Вот. Огромная благодарность автору этих навесов. Просто невероятный, хороший стенд сделали. Вот. Ну и Андрей, вот последний вопрос. Хотелось бы узнать, что бы вы хотели пожелать. Вот у нас 8 августа был Международный день альпинизма. Что можете пожелать всем альпинистам, коллегам своим? Совет, может быть, дать какой-то как инструктор? Здоровье в первую очередь. Это самое важное. На здоровье все держится. И дальше всегда возвращаться с горы своим ходом, на своих ногах домой, к своим близким, друзьям. Вот это. А остальное все ерунда. Сытой жизни. Зачем она нужна? Скучная жизнь сытая. Каких-то там дорогого снаряжения. Побед. Победа, главное, над собой. И покорение себя, а не вершин. На вершины мы восходим, а побеждаем себя и покоряем себя. Свои страсти. Спасибо большое, Андрей, что вышли с нами на связь. Поздравляем тоже вас с вашим профессиональным праздником. Телезрителям напоминаю, с нами на связи был Андрей Янацкий, инструктор-методист 3-й категории альплагеря Кязи. Погода нас не сильно радует. Мы сегодня вообще приехали, здесь был практически буран. Нас встретил очень сильный ветер, и мы очень переживали, что не сможем выйти в прямой эфир. Но, как видите, мы здесь. Выглянуло солнце, как будто специально для нас. Но, тем не менее, здесь прохладно. От 11 до 16 градусов тепла. Ветер с порывами в 4 метра в секунду. Но
как обычно, я всегда это говорю на каждом эфире, не забываем о том, что нам нужно брать с собой зонтики, нам нужно брать с собой дождевики, обязательно теплую одежду, потому что мы в горах, а здесь может быть всякое. В горах сентябрьские нотки в летнем воздухе ощущаются сильнее. И если у вас осень ассоциируется с пледами, там, с чашечкой кофе, чая и уютными вечерами за книгой, то у меня она ассоциируется, как правило, с простудой и каким-то бесконечным насморком. Поэтому с августа я в режиме пополнения запасов витаминов. Пью травянистые чаи и ем фрукты, особенно яблоки. Зеленые, хрустящие и более кислые богаты антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами. Красные яблоки – чемпионы по содержанию железа. Еще они укрепляют сердце и делают кожу более гладкой. Выбирайте, что вам нужно, и ешьте яблоки. Я люблю и зеленые, и красные, и кислые, и сладкие. И если они еще из сада «Гигант», то это вообще прекрасно. Тем более это спонсор нашего эфира. Так что вот так. Что нам стоит дом построить, поется в известной песне. А стоит это огромного количества нервов и времени, и даже денег. Подготовить проект, выбрать участок, нанять подрядчика, уведомить всех о начале строительства, построить дом, зарегистрировать права собственности, год показывать родственникам, какой красивый дом вы построили, и сетовать, что они не слишком сильно этому радуются. Но если с двумя последними пунктами может не возникнуть каких-то особых проблем, то над остальными нужно поломать голову. Хорошо, что есть строители, и завтра у них официальный праздник, с которым мы их и поздравляем. Кстати, здесь, на территории туристического комплекса Цейлом, сейчас как раз ведутся также строительные работы. Они строят очень красивую мечеть. Вы могли слышать в начале эфира, те, кто к нам присоединились с самого начала, кто нас смотрит, вы могли слышать вот этот шум прекрасный. Знаете, вот когда как будто тебе вот так вот в ухо кто-то вот так сделает. Вот, это прекрасные строители, за что мы их благодарим и поздравляем их с праздником. Ну и от строительства домов нам стоит перейти к построению интересного маршрута. Рубрика «Тропой предков» в исполнении гида-экскурсовода Магомеда Дзаурова ждет вас прямо сейчас в эфире. Поехали! Пару слов об этом походе. Действительно, поход удался. Это был 4-й или 3-й день нашего похода по плату Столовой горы, а их, между прочим, 3. Верхняя, средняя и нижняя плата. Маршруты хорошо видны на данном видео, насколько эти тропы на самом деле не облагорожены, они не подготовлены для туристов, но тем не менее в этом и есть вся красота и вся прелесть таких путешествий. Beğeniyoruz ki bakın yarmıştı. Bu musu papa kaşık dinlemesi. ده هم ديس حتى هاي Zayıf. أكل مانيس Ya ya yok ya. Öyle ya sabahı yaptım. ну ли да ехки да до Дело в том, что эти места, они притягивают как магнит каждого человека, каждого ингуша, и не только, который душой болеет за свои места, которого тянут горы. там рукой что Места шикарные, и действительно, эти походы, они того стоили. При всем при этом хорошей компании, с надежными друзьями, товарищами, которые не подведут, помогут не оставить тебя в беде, не будут как минимум сплетничать о тебе. Это надежные ребята, и когда ты чувствуешь эту поддержку, это того стоит. Белоряс Холмасамина, Валмяля Груд, Малинчина. Так что, ребят, лето близко, сезон дождей закончится, и надо будет бороздить горы с новыми силами. Вперед, пока жив. Дадик Халчин Хамсармехкой, добрый день, уважаемые телезрители, всем, кто был с нами с самого начала и тем, кто присоединился. Я напоминаю, это прямой эфир шоу «Горы Лайв», я его ведущая Ами Амер, и мы находимся на территории туристического комплекса Цейлом на высоте 2200 метров над уровнем моря. Магнетизм ингушских гор заставляет нас каждую субботу приезжать в Джайрахский район, устанавливать камеры, настраивать звук и вещать в прямом эфире, чтобы вы, телезрители, могли увидеть эти потрясающие виды. Но стоит признаться, что мы
мы не единственные такие восторженно восхищенные. Художник Игорь Хоронько проделал путь в 412 километров, чтобы запечатлеть красоту горных пейзажей на своих полотнах. Ставропольский живописец ингушскому зрителю уже знаком. В прошлом году в Музее изобразительного искусства было представлено более 60 живописных работ автора. Приэльбрусье, окрестности Кавказских минеральных вод, дикий виноград Старого Пятигорска. По произведениям художника можно изучить ландшафты Ставрополья и Северного Кавказа, а теперь еще и Ингушетии. Хоронько гостит в доме музея известного ингушского скульптора Руслана Мамилова и все время проводит за мольбертом и красками. Итогом работы станет выставка художника, которую он посвятит столетию образования ингушской государственности. Нам удалось пригласить Игоря к нам на площадку. Игорь, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что уделили время, что приехали. Мы вас от работы оторвали, я так понимаю. Ну да, я на пленэре был, как раз Ага. ребята позвонили. Можете? Я говорю, ну да. И мы приехали. Руки вот. прям в красках. Конечно. Видно, да, что работали. И сейчас продолжим. Здесь еще пленэр писать. Да, вы принесли с собой мольберт, Да, краски. Чтобы написать работу, и, Вау. возможно, вы что-то покажете. О, конечно, да, мы Да. ему будем Ну, показывать да. все, что вы делаете. Да. Отлично. Игорь, скажите, пожалуйста, как начали свой путь художника? Как давно вообще? Сколько Ну, уже занимаетесь? С детства нравилось. И нравится до сих пор. Мгм. Но и учусь до сих пор. То есть как бы в учебе. Вначале просто нравилось, а сейчас учеба, видимо, ну, как Ренуар, Ага. когда ему было уже 90, он говорил, я только начал понимать, что это. О, Так что, А вот какое-то профессиональное образование есть? Или- Ставропольское художественное Ага. училище, потом выставки, вступление в Союз художников вот в 2001 году. И с тех пор вот постоянно на пленэрах, выставки. Но я сам вот как бы выезжаю, пишу. Единственное, что детям иногда даю мастер-классы при выставках, где я провожу, там провожу мастер-классы, что-то им подсказать, там они смотрят, как я пишу. Мгм. Ну вот так. А сейчас делаю серию работ, хочу сделать, ну уже часть сделал, к столетию Республики Ингушетия. Ну и после чего провести в Ингушетии выставку, посвященную тоже столетию республики. А вот как, я так понимаю, вы же с Музеем изобразительных искусств Ингушетии, да, сотрудничаете? Да, То есть да, вы в да, непосредственном контакте с ними? Да. Как вообще вот связь с ними наладилась? То есть они нашли вас или вы захотели приехать и устроить выставку? Как все это В происходило? прошлом году мы делали, значит, я делал серию работ для Луганской Народной Республики по Северному Кавказу. И в каждую республику я ездил, писал работы, делал выставку, дарил им работу, потом писал там. И вот написанную работу я уже планировал дарить в Луганске. Такая сложная схема. И мы везде были. В Чечне, в Ингушетии, вот, в Дагестане, Карачаево-Черке, Кабардино-Балкария, со Ставрополья начали. Вот, это был такой проект. Он довольно полгода это длилось. Северокавказский такой, да, я Да, так понимаю? да, и мы вот проехали с женой все вместе. Она у меня за рулем, я там по сторонам смотрю. Ой, вы еще с женой. Да, Вау, да, мы вместе. как здорово. А так я вот только с женой, да. Так есть вот люди ездят группами, там художники. Ага. Я как бы сам по себе. Вот. И вот такой проект сделали, приехали в Луганск, открыли выставку, и 25 работ я им подарил вот в музей, потому что у них там все порушено, ну, и много Да-да-да. исчезло, что-то вот так. В Стаханов музей, значит, в Луганск, и еще забыл, сейчас волнуюсь, вот. И вот так. И таким образом, так как я там проводил, вот мы вот с Любой раз, и вот так и Познакомились, этот в общем, на проект. этой почве, да, да, и я так этот понимаю? проект вот так опять получился Мгм. с Ингушетией. Вот. А вот на предстоящей выставке, да, которую вы к Мгм. столетию готовите, сколько, ну, примерно картин будет Ну, ваших я представлено? вот подготовил 30 холстов. 30. Да, Уху. вот, и сейчас вот живу в доме-музее, вот, Ага. в В Джейрахском районе. Джейрахе, да. Вы прям вот хорошее место выбрали для Вот так, поиска да. вдохновения. Да, И горное. хожу вот по дороге, пишу, Мгм. куда-то мы ездим, вот. Мгм.
Адибула подвозит меня там, и потом вечером забирает или как-то. Ну, в общем, я пишу и складываю, готовлю. А потом, когда это будет, я месяц не знаю, но я думаю, вы там сможете увидеть на рекламе, и всех приглашаю на Спасибо выставку. большое. А Да. мы придем. Да, и опять снова встретимся, поговорим. Обязательно. Да. Еще интересен такой момент. Ну, не все художники сразу понимают, в каком направлении они хотят, ну, то есть что они хотят изобразить на полотнах. Как у вас было? То есть вы сразу начали вот с пейзажей, с природы, или, не знаю, может, рисовали сначала что-то другое? Нет, это, ну, как, нравится, да? Вот, ты смотришь, и вот потом какие-то есть, журнал «Огонек» тогда был раньше, там картины были, тоже нравится. Потом в музей там попадал, удивлялся, то есть вот этому моменту живописи. И так сформировалось, вот, что захотелось также посвятить себя вот этому моменту, заниматься живописью. А есть ли у вас какие-то художники, которые на вас оказали какое-то влияние? Ну вот топ-3, не знаю, Ну, художников. конечно, это у каждого. Их очень много, и они постоянно вот там, можно сказать, что начало было там Шишкин понравился, потом Иванов, потом Мане, потом и Это так постоянно дальше, меняется, да, со временем? Вот, вы правильно сказали. То есть как человек изменяется, так и вот куда он смотрит, что он видит, с кем встречается. И таким образом идет постоянная учеба. А как долго планируете пробыть в Ингушетии? Вот как бы пока 30 холстов. О, то есть вот прям пока все не Да, сделаете? да. Вот я сделаю их, потом все подготовлю, передам в музей, и там уже назначат вот день, когда мы это все проведем, и я опять вас приглашаю. Вот. Ой, спасибо большое. Да. А можно, ну, немножечко раскрыть нам, что пишете сейчас? Ну, может, есть ну, уже над чем начали пишу работать? вот из того, что написал. Вот первое впечатление. Вот, как, потому что пленэр это вот именно впечатление. И даже вот август, он, ну, более комфортный в плане в горах, там как-то можно, не льет дождь там неделю, а вот именно можно быстрее сделать вот для выставки объем работы. Вот. Но я думаю, здесь и зимой шикарно и красиво. Но я такие там, ну, то пасеку вот увидел, то ущелье, то ручей, Что башни, что глаз зацепит, то да, на башне вот. И башни тоже? Да, вот. Уже побывали? Да, на башнях, вот, которые восстанавливают. Реставрируют. Это Борч. Вот туда ездили. Вот там с ребятами, вот, они там все это работают, красиво делают. Вот там я 2 работы написал. Одну уже восстановленную, жилую и боевую, и старая еще не восстановленная на Альгетию. Вид там вот это. Так что Красиво. какие-то, да, уже запоминаю населенные пункты. А Еще- вы уже прям хорошо так ориентируетесь, как будто вы, знаете, не первый раз здесь. Ну уже. вот здесь первый раз, на перевале, у вас в гостях первый раз, и поэтому голова немножко кружит. Смотрю везде. Я смотрю, вы просто Да. прицеливаетесь, думаете, что можно А у меня изобразить. такой взгляд уже профессионально, ищу, вот, ну уже нашел, сейчас буду работать, О, отлично. писать. Еще интересно, вы сказали, что август благоприятный, да, Да. месяц для Цветы, художников. Мгм. такое все зеленое, все такое мягкое. А вот погода как-то вообще влияет на, ну, на то, что вы пишете? То есть, В принципе, допустим, если нет. резко солнце, потом дождь, вот это все как... Нет, дождь, и у меня с собой там плащ такой вот, Ага. такие резиновые калоши там, вот, и все. То есть можно как бы переждать где-то, если навеса нету. Вот. А так нет, тут же все время погода меняется. Очень часто, да. Да, поэтому в Но это не принципе- напрягает, в общем, да, как-то не мешает. вообще, даже об этом тут постоянно думаешь, как, что, чего сделать, вот, находишься в этом состоянии, то есть, чем занимаешься. То есть такого нету там какого-то отдыха, а именно вот ты смотришь и
и постоянно думаешь, как это сделать, чего. Мгм. Ну, в процессе. Мгм. То есть процесс постоянно. Только когда уснул, сон крепкий, проснулся, уже день опять. О. А вот интересно, первое впечатление, как в Ингушетию приехали, вот какая мысль возникла в голове? Какие были ощущения? Ну, никогда не был здесь, вот именно в Горной Мгм. Ингушетии. Вообще шикарно. Ну, как бы мне очень нравится. Необыкновенная красота. Все такое, ну, Величественно. да, величественные Мгм. эти горы. Жду только вот представления Казбек увидеть. Вы ждете, пока тучи рассеются? Ну, хотя бы в ближайшую неделю увидеть его. Ну, это очень здорово. Да. Какой совет вы могли бы дать начинающим художникам, которые, вот, возможно, хотят этот путь, вступить, да, на эту тропу? Ну Что да, вы вот могли тропа сказать? это она, вот, она везде здесь. Мгм. То есть это вы выходите на воздух и пишите, что вам показывает природа. То есть все перед вами. И Мгм. ничего не надо выдумывать, срисовывать с картинок, там, с телефонов, с мониторов. Просто переносите, оно будет сперва не очень может получаться. Но если вам это нравится, то Мгм. потом получится. А еще вопрос. Я понимаю, что вас вдохновляет, наверное, природа, да, на Да. создание полотен. А вот что еще есть такого, что может какой-то, не знаю, частичку вдохновения привнести в творчество? Ну, жена, семья. О, как это мило. Да. Спасибо большое, Да. Игорь. Очень Мгм. приятно вообще видеть вас Спасибо у вам. нас на площадке. Спасибо. Вы сейчас будете Да, вот здесь прям писать писать, картину. Да. и вы подходите. Все, мы с радостью. Всё. Я напоминаю телезрителям, у нас на площадке с нами был спикер Игорь Харанько. Это художник, который представит совсем скоро выставку к столетию образования ингушской государственности. И Игорь не даст соврать, вот освещение – это важный элемент в искусстве. Игра света и цвета, тени, уникальные световые эффекты – все это используется художниками, чтобы передать настроение, подчеркнуть детали и создать особую эмоциональную атмосферу в произведении. Хотите создать такую же атмосферу у себя дома? Обратитесь к спонсору нашего эфира, магазину «Монтажник». Я напоминаю телезрителям, на фоне Игорь Харанько, художник, который сейчас будет выставляться, чтобы начать писать картину. Мы увидим ее, я думаю, мы по мере того, как идет эфир, будем вам ее показывать. И я думаю, что к концу эфира мы увидим, если не готовый результат, то, наверное, хотя бы уже половину картины. Поэтому вот, это Игорь Харанько. А сейчас мы переходим к следующей теме. Новость, которая никого не оставила равнодушным. В Сунже построят первый в республике приют для бездомных животных. Эта проблема долгие годы висела дамокловым мечом, и, наконец, появилась возможность ее решить. На какой стадии реализация проекта и почему приют открывают именно в Сунже, мы узнаем у Адама Калиматова, заместителя председателя Сунжинского городского совета. Адам Дадикхаут, Да. слышишь? О, я услышала «да». Слышу. Отлично. Дадикхаут Адам, спасибо, что вышел с нами на связь. пожалуйста. Я понимаю, что ты не в Ингушетии, возможно, ты занят, поэтому постараемся недолго от тебя отвлекать. Смотри, первый вопрос, который хотелось бы задать относительно приюта. Почему вообще было решено этот проект реализовать именно сейчас и почему в Сунже? Шенхал Дарик, хотел бы поблагодарить за приглашение. Ничего страшного, в принципе, это благое. Вопрос очень сложный. Исторически, можно сказать. Вопрос выбора локации Сунжи, в первую очередь, заключался в том, что я являюсь депутатом города Сунжи и прекрасно понимал, что эта проблема стоит в нашем городе очень остро. И, соответственно, так как говорится, надо начинать с себя, и мы вот начали с Сунжи, и локация была определена именно в этом регионе нашей республики. А какие организации или эксперты были привлечены вот к разработке плана постройки, вот ко всей вот этой части? На данный момент, так как вопрос о строительстве находится только, так сказать, в начальной стадии, так как в Республике Ингушетия вообще нет приюта, мы начали строить именно городской приют. То есть, и бюджетные средства на город у нас достаточно ограничены. У нас всего
бюджет 180 миллионов. Это самый маленький бюджет там, на процентном соотношении. Поэтому мы решили поэтапно развивать этот проект. В этом году заложено около 4 миллионов рублей на подготовку площадки. То есть, так как у нас это будет совместный приют, связанный не только с бездомными, беспризорными собаками, но и кошками. То есть, и основной акцент у нас проблема больше именно с кошками. А выбрана ли уже местность, где будет расположен приют, и по каким критериям проходил этот отбор местности, если она уже выбрана? Если честно сказать, эта проблема была очень острая и очень сложная, потому что нам пришлось поменять 3 локации, прежде чем определиться с последней локацией. Так как Ингушетия достаточно большое количество малоземелья, это раз. Во-вторых, сам участок должен соответствовать некоторым требованиям, так как приют это достаточно шумное, так сказать, место для пребывания бездомных животных, и, соответственно, нужно было такой компромисс, чтобы относительно удаленно было, но в тот же момент логистически удобное. Итогом мы выбрали место, так сказать, в районе Белой Глинки, и, соответственно, вот это место, локация определена, это около 2 гектаров земли, так как там будет и выгулочная зона, чтобы люди могли со своими, так сказать, питомцами прийти, ну и выбрать себе, может быть, какого-то питомца, там, пообщавшись с ним там неделю, там, погуляв с ним, так сказать, наладив контакт. Ну вы хотите прям сделать не просто приют, но чтобы была возможность, возможность передержки, то есть животных, вы рассматривали? Это суть заключается в том, что мы начали изучать вообще практику, не только российскую, но и международную практику, как вообще приюты становятся более, так сказать, независимыми, финансово стабильными. То есть, поэтому мы различные способы придумали капитализации этого проекта. Это и передержка возможность, это и возможность, так сказать, льготного стерилизации, вакцинации животных. То есть, потому что основной поток у нас идет именно из частных домовладений. То есть это не дикие кошки. То есть, потому что кошка, которая попала на улицу котенком, выживаемость ее практически нулевая. То есть она выживает, в крайне редких случаях котята, рожденные вне воли, выживают. Соответственно, эти кошки когда-то были у людей, так сказать, безответственными, и в последующем были выброшены на улицу по тем или иным обстоятельствам. Поэтому это будет полноценный такой экоцентр, где можно будет, так сказать, получить базовые знания вообще, как быть ответственным, так сказать, владельцем питомца. Адам, еще интересно, вот судя по тому, что ты рассказываешь, это что-то очень такое большое, да, то есть должна быть большая территория. Есть уже, не знаю, квадратные метры, сколько это здание будет, скажем, грубо говоря, да, занимать место, то есть какое оно будет по площади? Дело в том, что тот приют, который мы сейчас строим, так сказать, его базовая загрузка в год, он может обработать около 3500 питомцев, то есть могут через него пройти, то есть постоянное пребывание это около 120 собак и 60 кошек. То есть и эта вариативность может меняться. Дело в том, что проблема в чем? То есть когда отлавливается беспризорное животное, оно должно пройти определенный этап карантинной зоны. И это основное и занимает большую часть площади. По поводу площади могу сказать, это на данный момент около 700, чисто на объекты будет занято около 70 соток земли, будет занято чисто строительными объектами. То есть это проект, по поводу, вот вы ранее задавали вопрос, откуда вообще проект, и в этом смысле мы тоже максимально сэкономили деньги. Дело в том, что агентство стратегических возможностей еще 5 лет назад разработало для дотационных регионов типовые проекты, в котором предусмотрены все нормы пребывания этих животных и другие необходимые
требования, то есть. И там и присутствие и крематории, присутствие и стерилизационной зоны, и присутствие зоны досуга, то есть вот особенно популярный так называемый кота-кафе. О, вау, это здорово. Еще вопрос, Адам. Планируется ли, ну, скажем так, сотрудничество с местными ветеринарами, с зоозащитниками, с волонтерами, с образовательными учреждениями? То есть будет ли налаживаться эта работа? Естественно, сам приют, главная душа приюта, то есть это люди. Соответственно, если люди, не имея никаких условий, не имея никаких финансовых возможностей, не имея никакие, так сказать, имея только проблемы и непонимание некоторыми личностями общества, этим занимались, используя свои финансовые ресурсы, свои временные ресурсы, то почему бы нет, что это первые те люди, которые должны работать в этом приюте, это первые люди, которые должны там обеспечить функционирование его, то есть, потому что приют это не какой-то там социальный объект, где может любой человек прийти работать. Приют это люди с определенной физической и психологической подготовкой, потому что не каждый человек выйдет 2 часа ночи, когда ему позвонит какой-то волонтер, сказав, что на таком-то отрезке трассы лежит там сбитая собака, допустим, машиной, то есть, и потом еще ее привезти, поставить ей капельницу, помочь ей, выходить ее, то есть, и принять решение последующим. То есть, по поводу вообще, как бы у нас парадоксальная ситуация заключается в том, что многие говорят, вот что вы будете делать там с потоком тех или иных беспризорных собак. Или... Дело в том, что в Европе и вообще в западных странах практически не осталось бездомных животных, потому что большинство их установили, так называемый, такой термин использовать, как бы усугубленный. Поэтому у нас есть практика и есть возможности, там, которые позволят нам в дальнейшем, так сказать, экспортировать наших питомцев горных в Европу или другие страны, где им будет оказан необходимый уровень заботы и любви, который им, к сожалению, не хватило от своих прежних владельцев. О, ну это очень мило будет, если такое будет. Я буду очень рада. Да. Еще, Адам, вопрос по поводу волонтеров. Хочу задать его именно тебе, потому что все знают, что ты занимаешься движением экологи, да, России. Вот ты, собственно, главный человек там. Поэтому хочется узнать, насколько вообще волонтеры уже сейчас вовлечены в процесс. Есть ли какая-то помощь с их стороны? То есть, может быть, вы привлекаете их сейчас уже на начальных этапах постройки, там, не знаю, может, они оказывают какую-то помощь? Дело в том, что на данный момент нужно было именно проводить работу, так сказать, с бумагами, то есть административную работу. Это нужно было согласовывать участок, это нужно было согласовывать изменения в бюджет. Кстати, я вот забыл сказать, что вот это не бюджетка, эти деньги 4 миллиона привлечены не бюджетными средствами, то есть это не бюджет даже города. Это был, так сказать, один нарушитель природоохранного законодательства. Наш местный Проднадзор сработал очень эффективно, изыскал это экологический ущерб. Мы в последующем со своей стороны городской совет и администрация отследили эти деньги и зафиксировали в статьях бюджета, что эти деньги пойдут на подготовку площадки. То есть, а вот уже как только мы уже вот на данный момент уже и участок, как только будет объявлен тендер, естественно, мы хотим общий национальный, так сказать, клич бросить, потому что без участия общества, конечно же, это невозможно будет сделать. То есть там волонтеры будут принимать и должны принимать участие. То есть кто-то может там прийти там полдня поработать, кто-то 2 часа. То есть, потому что, в принципе, площадка 2 гектара большая, ее надо выровнять. То есть, а следующий уже этап, это уже этап общества в сбор средств на поддержку этого приюта, на запуск этого приюта. Потому что там готовится, у нас есть определенный пул блогеров, которые готовы объявить сбор. И, соответственно, волонтерских организаций, которые тоже готовы подключиться к этому вопросу. И название приюта тоже такое символичное. Оно у нас само, так сказать, пришло. Это единственное, одно из 10 животных, которое попадет в рай. Для многих это и для меня тоже было такое удивление. Это собака, а не кошка. И эта собака
по имени Китмир. И я думаю, очень символично в нашей республике назвать этот приют имени Китмир. И, соответственно, конечно же, огромная работа необходимо провести со стороны духовенства, которое однозначно выскажет свою позицию по этому вопросу, что это садака считается полноценным помощь животным. То есть, и это за нами закреплено. То есть эти кошки, эти собаки, они возносят свои молитвы к Всевышнему, и, соответственно, если же мы им не помогаем, то мы несем ответственность за это, то есть общество и госчиновники тоже в том числе. Мгм. А какие сроки для завершения постройки вы установили? То есть есть ли какой-то примерный промежуток времени, когда мы можем ожидать открытия уже приюта? 100% могу сказать, что сейчас есть, почему я говорю, как бы все зависит от финансов. 100% мы сейчас до конца года подготовим площадку. Это 100%, потому что деньги уже есть, земля определена, она передана в муниципальный бюджет, и, соответственно, эта работа будет завершена до конца года. То есть, как только завершится первый этап, уже будет следующий этап, проведена огромная работа информационная, я думаю, наше местное телевидение в том числе подключится, и другие рекламные агентства, и блогеры, и духовенство, в котором мы уже согласуем этот проект, и каждый мы запустим. По моим оценкам, у меня полномочия кончается в 2026 году, я надеюсь, к 2026 году, то есть мы его закроем. Конечно же, процедура не быстрая, потому что строительство приюта, который должен функционировать по всем нормам и требованиям, он у нас порядка 30-35 миллионов будет выходить. То есть, но это инвестиции, которые необходимо заложить. То есть, в принципе, там необходимо, и его один из этапов развития общества, строительство приюта, это является тоже одной из вехой, которая будет закреплена. Какие меры будут предприняты для дальнейшего финансирования, такого устойчивого финансирования приюта? Это был очень важный вопрос для меня. Почему? Потому что приют очень... когда я начал изучать этот вопрос, то понял, что вопрос с приютом очень разнообразная практика применяется во многих регионах. Ну и, естественно, первый источник дохода – это, конечно, муниципалитеты. То есть по действующему законодательству, что говорит закон? Закон говорит о том, что есть два варианта, кто должен финансировать. Первый вариант – это финансирование из регионального бюджета, это финансирование из муниципального бюджета. Так как полномочия строительства и вообще ведения, связанные с безнадзорными животными, передано в муниципалитет, то это муниципальные деньги. То есть, соответственно, часть денег будет заложена, и каждый бюджет города должен будет закладывать эти деньги на процедуру так называемой стерилизации, отлов, вакцинации и выпуск. То есть по действующему законодательству. То есть многим кажется, что приют должен собрать всех бездомных животных и сфокусировать их на одной территории. Нет, по действующему законодательству это не так. Задача приюта – это отловить, стерилизовать, вакцинировать и чипировать, то есть либо бирку повесить и выпустить. Многие могут на это сказать: о, типа, она же будет нападать, она же будет кусать и всякие как бы непотребства. Нет, на самом-то деле, когда у животных происходит стерилизация, уровень агрессии снижается практически до минимума, это раз. Во-вторых, они выполняют большую санитарную роль общества, то есть отлов. Многие просто это не замечают, но на самом-то деле бездомные животные в большом количестве уничтожают всяких грызунов и других вредителей, то есть тех же змей, тех же грызунов и других как бы представителей. А сейчас как бы это первый вопрос. Второй, конечно же, это благотворительность, это системный уровень поддержки. Там, может быть, мы сейчас ведем переговоры с ТУАБой, ведем переговоры с другими благотворительными площадками, которые могут взять типа на форме краудфандинг. Ну, у нас население 500 тысяч, в принципе, если каждый хотя бы в месяц по 10 рублей будет скидываться, то это достаточно. По нашим оценкам, для поддерживания приютов в месяц первые 5 лет требуется больше средств, потому что это большой объем стерилизации, вакцинации людей, этих животных.
но это около миллиона в месяц необходимые средства с учетом кормов, учетом зарплатного фонда. Ну, в среднем это такой объем. И третий вопрос, это, естественно, экопросвещение. Никто как бы в этом вопросе у нас, так сказать, не откажется прийти там, в тот же история Скотта кафе, когда можно прийти, допустим, погулять там. Многие у нас очень любят собак, и эта проблема с просвещением очень важна, потому что многие считают, что вообще сама собачьи вообще являются полностью нечистыми. На самом-то деле, изучая вопрос, в этом вопросе я сам даже пришел к некоторым удивлениям, допустим, что грязным считается не собака, а считается слюна. Даже на шкурах собаки, допустим, можно делать намаз. Есть такие парадоксальные вещи, которые переворачивают сознание, и этим надо заниматься, этим надо просвещать, этим надо агитировать и понимать. Ну, Адам, еще один вопрос, который я не могу не задать, раз уж мы тем более затронули тему, да, финансирования дальнейшего. Хочется узнать, какие будут предприняты меры для обеспечения вот этой прозрачности финансирования и управления приютом. То есть будет ли это как-то регулироваться? Конечно же, это очень важно, так как, в первую очередь, финансовая прозрачность является залог доверия тех, кто является спонсорами того или иного проекта, ну, помимо законодательства. Для этого в цели мы придумали такую историю, связанную с, так сказать, попечительским советом, куда войдут разные духовенства, представители там аудита и ежегодный отчет о проделанной работе. То есть в этом смысле, я думаю, компромисс, открытость всех данных. Да и в Ингушетии у нас небольшая, в принципе, я думаю, информация очень быстро разойдется в случае выявления тех или иных нарушений. Адам, спасибо большое, что вышел с нами на связь. Я искренне надеюсь, что в скором времени приют уже откроет свои двери для наших братьев меньших. Телезрителям напоминаю, у нас на связи был Адам Калиматов, заместитель председателя Сунжинского городского совета. Сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, после которой мы к вам обязательно вернемся.
Дадик Халшин Хамсермехкой. Добрый день, уважаемые телезрители. Напоминаю всем, кто только к нам присоединился, или тем, и даже тем, кто был с нами с самого начала, это прямой эфир шоу «Горы Лайв». Я его ведущая Ами Амер. Мы находимся на территории туристического комплекса Цейлам на высоте 2200 метров над уровнем моря. И, как мы говорили чуть ранее, у нас на площадке сейчас находится художник Игорь Хоронько, который специально ради того, чтобы нарисовать Ингушские горы, изобразить, приехал в Ингушетию. И буквально вот сейчас в режиме онлайн, как говорится, он практически уже, по-моему, завершил свое полотно. Да, Игорь, насколько я могу? Нет еще? Простите, я плохо разбираюсь. Но выглядит это безумно красиво. Чтобы вы понимали, это вот все, что сейчас изобразил Игорь, это произошло буквально за, наверное, не знаю сколько, минут 30, да, я думаю, примерно так. Так что всем, кто смотрит наш эфир, искренне советую, пока не похолодало, пока не начались очень сильные дожди, приезжать к нам на территорию туристического комплекса Цейлам, вообще посещать Ингушские горы, да и даже жителям нашей республики очень советую периодически на выходные выезжать, потому что важно, чтобы мы знали о том, что есть в нашей республике, знали о том, как она красива, как она прекрасна, потому что вот видите, Игорь специально приехал ради этого и изобразил наши горы на своих полотнах. Целых 30 полотен будет скоро представлено на выставке к столетию образования ингушской государственности. Так что нам нельзя такое пропустить, поэтому смело приезжайте, и когда будет выставка, обязательно посетите ее, чтобы их увидеть. А мы переходим к нашей следующей новости. Всем тем, кто каждый месяц бросает себе книжный вызов и благополучно его проигрывает, приветики! Мы с вами в одном лагере. По секрету скажу, у меня еще и цундоку. Стоять это не заразно. Просто цундоку – это философия и искусство. В Японии так называют процесс покупки книг, которым не суждено быть прочитанным. Это, знаете, вот когда ты купил книгу, смотришь на ее обложку, тебе прекрасно все красиво, но прочитать ты ее уже не сможешь, потому что не успеешь, потому что таких вот купленных книг еще огромное количество. Вот придумали себе столько книжных праздников, что хоть каждый день отмечай и покупай себе в подарок книги. А как иначе? Ведь прошел День книголюбов, а в феврале День книгодарения. И ничего, что я праздную его в августе. Что мне сделаете? Ничего не сделаете. Вот. И вообще, знаете, может быть, я купила какой-то редкий экземпляр, которого больше никогда не будет. Мало ли, кто меня может поругать за это. Вот. О том, как усмирить своего книжного зверя, и нужно ли переживать, что бумажные книги исчезнут навсегда, мы поговорим с Залиной Чехкиевой, владелицей книжного магазина в Назрани и книгоиздателем. Залина Дадик Халшин, здравствуйте, слышите меня? Да, Дадик Халшин, Ура! Доброго дня, прекрасно слышу. Как говорится, очень рада, дня что вы вышли с нами на связь. У нас сегодня за счет того, что мы находимся на такой возвышенности, постоянно могут возникать технические неполадки, но надеемся, что у вас в Назрани связь есть и что вы не исчезнете. Вроде бы. О, это отлично, это радует. Залин, первый вопрос, конечно же, который возникает в связи с прошедшим праздником, с Днем книголюбов. Насколько у нас в республике вообще востребована покупка книг и чтение книг, на ваш взгляд? Конечно же, Ане, хотелось бы сказать, что немного идеализировать тоже не стоит данную тему, потому что книги, саморазвитие, это, конечно, так вот, не скажу, что это прям массово, но хотелось бы отметить такую классную, очень положительную тенденцию к тому, что люди все-таки как можно больше и больше с каждым днем вовлекаются в чтение, увлекаются, приобретают книги, читают совершенно разного толка, и это идет на увеличение, эта тенденция, и это очень радует. Кто чаще обращается в ваш магазин? То есть вот есть какая-то возрастная категория, которая чаще всего у вас появляется, и вы с ней работаете? Ты знаешь, Ами, как ни странно, диапазон именно возрастной у нас очень широк. Казалось бы, да, что это такая тема, может быть, где-то молодежная, где-то больше любят подростки, студенты и так далее, но тем не менее это не так. У нас очень разный возрастной контингент. У нас есть покупатели как самые юные, есть школьники. Ты удивишься, когда увидишь, какие ребята, Маша, у нас бывают развитые, интеллектуальные, очень эрудированные. Как и более старшего поколения люди, у нас очень такая сильная, мощная, можно сказать, такая интеллигентная
более взрослая прослойка читателей. У нас есть такие довольно-таки пожилые, очень приятные клиенты, у нас есть возрастные клиенты, и это очень радует, они очень развитые, такие интеллектуальные, такая очень классная такая база у нас есть читателей, я бы сказала. Ну, это Вот, очень совершенно приятно. разные прослойки, это возрастом никак не ограничивается. Ну, это очень приятно, на самом деле, здорово. Залин, еще вопрос. Да, Что очень вас здорово. вдохновило на создание и открытие книжного магазина? Наверное, не будет никакого секретом, что, конечно же, в первую очередь, любой, наверное, книготорговец, у него это идет из детства, из его любви к книгам, к чтению. Как говорится, слава Богу, Бог дал, наверное, такую семью, таких родителей, которые окружили нас с детства этими книгами. У папы была огромная библиотека, которая, собственно, сейчас есть. И эти книги, они окружали с детства, соответственно, была доступность прекрасная, все это читалось, это прекрасно воспринималось, мы все любили книги. Ну и, наверное, мне кажется, любой любитель чтения, он имеет какую-то с детства мечту открыть, собственно, такое книжное небольшое пространство, да, дабы это, как говорится, делиться своей любовью с многими читателями. Но хотелось бы сделать небольшую ремарку. Ни в коем случае не стоит идеализировать это дело, потому что как бы ты не любил книги, нужно все-таки понимать, что это как бы такой небольшой, ну, может быть, у кого-то и большой, это своего рода как бы дело, это бизнес, это предпринимательство. Это довольно-таки трудоемкое производство, тут непрерывно ты находишься в работе, то есть это нужно постоянно, соответственно, знать различные, мониторить разные. Угу. Еще интересно, раз уж мы заговорили, да, про ваш книжный магазин, Залин. О, Залина у нас пропала. Только мне кажется, я сглазила. Зря я сказала в начале нашей беседы о том, что будет хорошая связь. Не получилось. К сожалению, связь у нас с Залиной прервалась, но я очень надеюсь, что мы сможем вернуться и продолжить беседу с ней. Ой, Залина вернулась. Залина, вы вернулись. Залина, слышите меня? Да, мы немножко прервались. Да, отлично. Да. Угу, отлично. Залин, интересно, раз уже мы заговорили про книжный магазин, вы, кстати, сказали, что Бог дал, да, хороших родителей возможность приобретать книги. Я вспомнила сразу этот мем про «Бог дал хороший вкус». Да, вот, и не могла это не сказать. Да, в принципе, это как бы оно и есть. Тоже хороший вкус, чтобы покупать нужные книги. Это тоже нужно уметь. И мне вот интересно в связи с этим, сказать, как вы Аня, подбираете это очень книги? Важно. Подбираем книги для нашего ассортимента или для Да, и вот именно для вашего магазина, для продажи. Ну, вот, может, у вас есть какая-то своя система отбора? Да, один из главных и, конечно же, таких основополагающих наших принципов – предоставить покупателям, читателям хороший выбор, дабы они имели возможность выбрать совершенно из разных жанров, разных направлений. Плюс даже если мы возьмем какую-то книгу, да, которая пользуется большой читательской популярностью, мы предлагаем нашим покупателям разные вариации. То есть, допустим, кто-то предпочитает более карманный вариант, кто-то хочет более красивое, основательное издание такое. Соответственно, хороший выбор, основательный, разножанровость – это один из самых главных наших принципов нашей работы. О, ну это приятно. Я вообще люблю этот момент, когда заходишь в книжный магазин, а там просто глаза разбегаются, потому что книг много, и ты не знаешь, что выбрать. Это очень приятно всегда. Да. Еще вопрос, Залин, по поводу изменений в предпочтениях читателей за последние годы. Может, вы замечали, что, допустим, раньше у вас приобреталось, например, приобретались книги по психологии, а сейчас, например, мы больше там перешли на художественную классическую литературу. Есть ли вот какие-то изменения? Определенные тенденции, конечно же, присутствуют, но, опять же, есть удивительное и, тем не менее, такое правдивое, такое, можно сказать, такой факт из нашего наблюдения, что все-таки разножанровость, разновнимательность наших читателей, она все-таки присутствует. Потому что, да, психология, она сегодня очень популярна, книги не художественного характера, которые помогают в различного рода саморазвитии, в бизнесе, в, так сказать, укреплении своей личности, они очень популярны сейчас. Но, тем не менее, у нас, конечно же, любят, очень выделяют нашу ингушскую литературу. О, это радует. Ой, связь прервалась, мы потеряли Залину, но, возможно, она вернется так же быстро, как в предыдущий раз. Я сейчас посчитаю до 5. 1,
2, 3, 4, 5. Нет, не получилось. Но я старалась. У нас вообще есть какая-нибудь музыка, желательно что-нибудь веселое? А что-нибудь веселое? Отлично, вот это подойдет. Сейчас мы послушаем с вами песню и после этого вернемся. ازبازن الضحك وخش خلو يا خواقسك قبل دخشن محو وعشقي بها راخين كدا وتفاز واقسك بالا جواخر دك سوق دينر وسراجل وغبالك واقسك ياغم وتيق مجارت خوش وصنع عاجل تقيين حياتي تقيين حياتي سيقوانو بطو يلج حسيت اصحى راجل سوقتي كاوريها سقو يا حسين حبيب والله روقا على والله رصار روقا على والله رصار Немножечко, раз уже мы заговорили о книгах, я не могу не сказать о том, что обязательно следует прочесть всем, вообще всем жителям Ингушетии, всем ингушам вот эту книгу. Это музыкальный атлас Ингушетии. Вот так. Это двухтомник, в котором исследуется вообще вся музыка, которая есть у нас у ингушей. Это и народная музыка, и современные исполнители. Здесь даже есть ноты знаменитой Лор-Салида, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать ее. Раз уж мы заговорили о книгах, я не могла этого не сказать, простите. Ну и в каком-то ностальгическом настроении я откопала на книжной полке учебник по ингушской литературе за 10 класс и привезла его в горы. Вот он. Чтобы прочесть вам свое любимое стихотворение Джамалдина Индиева. Я сейчас найду его на... Я даже запомнила, это 90-я страница. Сейчас я ее найду. Так, здесь столько стихов, это прям ностальгия. Совячу луамышка, лячи дек, охтач ирен сирды туасек. Совячу луамышка, шури шоудаш сус, яканг сатусыш, якцус. Тик нян док санна, фоц анды, Илсана, сигле аги. Мехцы кусыш, галаж ягыч. Вахара хогыш седа вяхач. Сяк сей эхыч хан. Ляч лячинга кайкыч хан. Елыен вяусо, семискич нанс. Скажите, вот прям, не знаю, пробирает до мурашек. Лично меня, по крайней мере. Во-первых, потому что это
стихотворение, которое я помню, что учила в школе, а во-вторых, это безумно красивое стихотворение, написанное вот с душой. Это прям чувствуется. И раз уж мы заговорили о школьном курсе ингушской литературы, вспомним еще одну выдающегося поэта и писателя Магомед Саида Плиидова. Если же не читали его «Трудный перевал» или роман в стихах Баланди, пожурите себя перед зеркалом, а потом бегите в библиотеку и обязательно прочтите. На обратном пути загляните в мемориальный комплекс жертв репрессий. Там проходит выставка «Согалгавы», приуроченная, посвященная 95-летию со дня рождения Магомед Саида Султановича. Это вот была такая книжная рубрика у нас сегодня в эфире. А мы сейчас переходим к следующей новости и к следующему спикеру. Поехали. Кто добровольно откажется от благ цивилизации и целую неделю проживет в палатке высоко в горах? Участник туристско-образовательного лагеря Бейни-2024. Форум пройдет в Джейрасском районе с 11 по 24 августа. Среди участников более 300 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа и России. Программа форума насыщенная. Помимо образовательной части с внедрением практикоориентированной модели обучения, участников ждут пешие походы по горной Ингушетии и подъем на Столовую гору. С Али Чехкиевым, который является организатором этого форума, мы поговорим буквально чуть-чуть позже. Для начала, я считаю, что после того, как мы поговорили об ингушском языке и ингушской литературе, мы никак не можем пропустить рубрику «Ингушский язык», поэтому сейчас мы смотрим ее, а после к нам присоединяется Али. Поехали. Маршал Шукхан Сермехкой. Юху соеш голай галтиш вахтиш. Тахана ведутсидер ханс до йедан до солмастин хот севеша сеишая. Севешин сеишин. Ханярц ол ханярциг ол. Харцаде Ханс Хансиг. Ханс Хансиг. Доку ход сун алтой яхр. Алтой яхр дош вчахар дил мышт алыш дес. Там шолыш хамды. Сук алития. Федеру артакет дри. Ахет не волж Аллах беркати дягал буцубы вей алаймот наштах такхи. Это была Дугурхан Кадзоева с рубрикой «Ингушский язык», которая у нас уже на протяжении многих эфиров продолжается. Ну, а я до этой рубрики говорила о форуме Бейни-2024, который пройдет уже в Джейрасском районе с 11 по 24 августа. И у нас на связи организатор форума Бейни-2024 Али Чехкиев. Али, если ты нас слышишь, дадик хатха. Ассаламу алейкум всем. Ура! Я очень рада слышать тебя. Спасибо большое, что присоединился к нам. Первый вопрос. Уже завтра у вас стартует форум, поэтому как проходила подготовка? Это была безумная неделя, потому что мы с 1-2 августа выехали в горы и строили полностью с нуля площадку новую, палаточный городок построили, считайте. Поставили более 50 палаток, подвели душ, свет, газ, все, что нужно будет для комфортного проживания наших участников. Делали все, что в наших силах. Но это было очень тяжело на самом деле, безумно тяжело. А сколько зарегистрировалось участников, Али, и как вообще распределяется, то есть как они распределяются? Я знаю, что у вас есть несколько потоков, по-моему, 3 потока, если я не ошибаюсь. Как вообще вот это все происходит? У нас на форуме планируется 3 смены по 100 человек на каждой смене, но заявок намного больше. И к счастью, потому что у нас иногда бывало так, что участники в последний момент отваливались, и нам приходилось их заменять. Сейчас у нас перегруз в этом плане сильнейший, и нехватки участников уже нет. Как отбираем? Все очень просто, легко. Мы пытаемся на этот форум и в целом на последние несколько форумов, которые мы организовываем,
там, последние 2 года, мы пытаемся пригласить в республику тех людей, которые никогда не были в республике ранее, чтобы они смогли познакомиться с нашей культурой, с нами в целом, с Ингушетией, с ингушами. И по такому же принципу мы отбирали сейчас. На форуме Байни будут львиная доля, это те ребята, которые ранее не были у нас в республике и которые смогли приехать. Далее это тоже иногородние, но которые уже второй, третий и более разы. И дальше мы уже приглашали наших ингушей, наших активистов, которые с нами в течение этого года и предыдущих лет нам помогали в реализации данных форумов, в том числе и Байни. Ну вот продолжительность форума очень радует, лично меня, по крайней мере, хотя я не участница форума, но я как увидела, что с 11 по 24 августа это будет продолжаться, думаю, вау, это здорово, я прям захотела туда поехать. Что их ожидает, насколько насыщенная программа будет? Я знаю, что она будет насыщенная, но вот насколько, интересно узнать. Программа для участников безумная, это уже слова наших участников, которые были в прошлом году. Первый день, день заезда, мы с ними знакомимся, у нас с ними такой свободный, простой день отдыха. Второй день это пойдем на Столовую гору. В целом мы решили сделать так, и в прошлом году мы это делали. Мы делим участников на 2 группы. И одна группа поднимается 50 человек на Столовую гору, вторая группа идет в пеший поход по тропам Ингушетии, по горным тропам Ингушетии к Лежигинскому водопаду. И им надо тоже подняться на Лежигинский водопад. То есть первый день для одной группы это Столовая гора, для других это Лежигинский водопад плюс тропа, а потом на следующий день, третий день уже они меняются, и эта группа уже идет на Столовую гору, та, которая была на Лежигинском, и та, которая была на Столовой, извиняюсь за тавтологию и сложность. Короче, они просто меняются местами. И у нас в прошлом году была потребность у участников, чтобы был хотя бы один день отдыха, чтобы люди, которые уже познакомились после всех этих мук, трудностей и всего-всего-всего, что они вместе преодолели за эти 2 дня, дать хотя бы один день такого свободного, чтобы они смогли время провести вместе. И мы добавили в этом году один день свободный для отдыха, для участников. И в целом вот вся наша программа будет состоять из этого. И в этот свободный день мы планируем провести очень много мастер-классов по именно ингушской культуре, чтобы они познакомились с ингушской культурой. Это ремесло, это истинг. Очень сильно надеемся, что у нас получится. Мы сейчас в планах. И конный спорт мы хотим. Связь, я так думаю, пропала. Тут, к сожалению, очень плохая связь, простите. В целом, как-то программа безумно насыщенная. Мы сами не знаем, примерно у нас в голове есть весь этот план, как это все будет. И в прошлом году все это было без проблем и на ура. Но все равно ты боишься что-то сделать не так и что-то делать неправильно. Именно в том смысле, чтобы наши участники уехали с позитивным мнением о нашей республике. Поэтому все, что мы делаем для того, чтобы они влюбились в республику и были рады и счастливы вернуться сюда обратно. Ну, раз ты уже упомянул, что вы учли, да, прошлые просьбы участников и добавили один день свободный для участников, хочется узнать, какие прошлые ошибки, помимо этой, да, вы помимо еще одного дня, какие еще ошибки вы учли и в этом году как-то над ними поработали, и вот что нового появилось в форуме? Знаешь, сейчас это будет выглядеть так, как будто мы себя хвалим, но что в прошлом году, когда мы подходили к этому форуму, мы понимали, что это безумно тяжелый форум, и это такой, в кавычках можно назвать эксперимент, очень тяжелый, потому что мы просто в пустом... Связь пропадает. Мы на пустом поле просто построили город, и тогда, когда мы делали в прошлом году, мы учли все детали, вплоть до того, что сколько будет душевых, газ, свет, вода, это все очень тяжелая работа, которую мы проделали. И в этом году мы просто добавили больше душевых, то есть сейчас больше участников, поэтому больше душевых, больше еды и больше всего этого, но нам очень сильно... Я скажу, что команда, которая проводила Байни в прошлом году, была высококвалифицированная и крутая. Спасибо всем, кто был в прошлом году и тем, кто вернулся в этот год с нами опять работать. Ошибок в прошлом году было мало. Все, что были, мы убрали. Вот так вот скажу. Извини, что связь прерывается, очень плохо. Поэтому...
Да, Али, к сожалению, связь с вами прерывается, но последний вопрос, я постараюсь его задать, надеюсь, что связь будет благосклонна к нам, и ты сможешь на него ответить. Топ-3 вещей, которые обязательно нужно взять с собой на форум Байни 2024, ну вот помимо стандартных, там, зубной щетки, расчески и так далее. Желание отдохнуть обязательно. Много-много сил, потому что подниматься на Столовую гору и потом на Лежгинский водопад это безумно тяжело. И третье, я не скажу, что нужно взять, я скажу, что нужно оставить там, откуда вы идете. Плохое настроение. Вот. Это очень радует, это очень приятно слышать. Я надеюсь, что все участники останутся довольны, так же, как и вы, организаторы этого форума. Али, спасибо большое, что вышел с нами на связь. Телезрителям напоминаю, с нами на связи был Али Черкиев, организатор туристско-образовательного форума Байни 2024. Что ж, наш прямой эфир подходит к концу, но не спешите расстраиваться, мы обязательно с вами увидимся и услышимся на следующей неделе. Может быть, мы будем не здесь, а на какой-нибудь другой локации, я пока ничего анонсировать не буду. Также напоминаю, у нас на площадке сейчас находится Игорь Хоронько, полотно практически уже готово. Я, к сожалению, пока его не могу показать, потому что оно еще в процессе, но, тем не менее, скоро стартует выставка к столетию образования ингушской государственности, где будут представлены целых 30 полотен Игоря, на которых будут изображены ингушские горы, башни. Так что обязательно посетите эту выставку. Я напоминаю, это было шоу «Горы Лайв», прямой эфир. Я его ведущая Ами Амер. И увидимся на следующей неделе. Адик Халшин.